10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел. Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству. История абхазской милиции насчитывает 100 лет. В честь этого знаменательного события учебный центр МВД Республики презентовал книгу Апснафархадша. В ней истории 28 героев, которые во время Отечественной войны народа Абхазии проявили мужество и героизм, принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях против грузинских разведывательно-диверсионных групп. Сбором и систематизацией материала занималась кафедра гуманитарных дисциплин под руководством Софы Бадриевны Сичинава. И хочется отметить, что уже даже черновой вариант брошюры получил одобрение в высших структурах МВД. И несмотря на то, что, и это тоже очень важный момент, брошюра первоначально планировалась как издание, предназначенное для внутреннего пользования слушателями школы, я думаю, что она вполне достойна того, чтобы получить признание и возможность пользоваться ею всеми, кого интересует история Отечественной войны, наших ветеранов, героев и сотрудников МВД. Учащиеся учебного центра рассказали об истории развития абхазской милиции, о тех, кто посвятил свою жизнь защите граждан, о сотрудниках милиции, которые с оружием в руках защищали Родину. Многие из них, пройдя страшный путь войны, преодолев трудности послевоенного времени, и сегодня остаются в рядах милиции. В послевоенный период милицейские группы поочередно отправлялись в район грузино-абхазской границы. При этом погибло 64 сотрудника. Сегодня основная задача милиции – это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Зачастую профессия милиционера переходит из поколения в поколение. Сергей Сарян – курсант 2-го курса учебного центра МВД Республики. Со своей профессией он определился не случайно. Его отец – подполковник милиции, который сегодня на заслуженном отдыхе. Однако, как известно, бывших полицейских не бывает. На пенсии они начинают новую работу, передают подрастающему поколению свои знания. Я всегда хотел стать сотрудником милиции, чтобы было меньше преступлений именно в стране. Учебный центр МВД, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции, функционирует со сроком обучения 3 года. По специальности правоохранительная деятельность. Выпускники распределяются по различным подразделениям правоохранительного ведомства. В настоящее время мы готовим курсантов по направлениям государственная инспекция, дорожная инспекция, участковые уполномоченные. Готовим по оперативно-розыскной деятельности, то есть это оперативные сотрудники наших подразделений. То есть и желающие есть, дети хотят учиться. Может, сейчас не можем сказать, что у нас в этом году был большой наплыв, очень много отсеяли людей в период набора, в период экзаменов, после курса молодого бойца. То есть остались сильнейшие, можно сказать. И мы сегодня их будем готовить на то, чтобы они во благо нашей страны умело служили народу Абхазии. Помимо этого года мы набирали как и девочек, так и мальчиков, то есть независимо от пола. Но в этом году было дано указание принять только мужской состав из-за того, что с вакансиями, трудоустройствами девочек в МВД оказались небольшие сложности. В планах у руководства МВД пересмотреть статус учебного центра. Готовится решение о создании высшего учебного заведения Министерства внутренних дел. Таким образом, большой поток абитуриентов, которые по линии МВД уезжают учиться в Россию, могли бы остаться в Абхазии. Попадают сюда по заявкам районных подразделений Министерства внутренних дел. То есть желающие учиться на милиционера обращаются в орган внутренних дел по месту прописки, подает там заявление, и в зависимости от того, что то подразделение нуждается в специалисте определенного направления, формируется личное дело и уже направляется в школу милиции для прохождения дальнейшей, можно сказать, службы. Мои выпускники не выбирают должность. Куда предложат, где будет вакансия, они готовы служить. Они понимают, не место красит человека,
а человек местный. Поэтому сегодня мои выпускники здесь в УВД города Сухума несут службу в госавтоинспекции, в уголовном розыске, в Афонском подразделении, в Ачимчирском уголовном розыске, то есть по всей республике. И, по крайней мере, пока по этим молодым плохих отзывов я не слышал. Как говорит Игорь Базильский, учебный центр МВД нуждается в улучшении материально-технической базы. Сюда необходимо приглашать специалистов из России. И главное – привлекать как можно больше молодежи. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.